Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Знание первое. В Сухуми состоялся первый просветительский марафон. Выборы в Сухумское горсобрание. О деталях предстоящей кампании рассказали члены избирательной комиссии. День памяти Мушни Ласури, народного поэта Абхазии, не стало 26 сентября 2024 года. 27 сентября исполняется 32 года со дня освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии. В этот день в Сухуме состоятся памятные праздничные мероприятия. С 8 до 16:00 пройдет квест-забег «Маршруты здоровья. Дорога Диаскуров». В 10:00 церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 93-92 годов в Парке Славы. Традиционно открытый турнир по волейболу «Кубок Сухума» состоится в 11:00 во Дворце спорта имени Багапша. В это же время начнутся развлекательные мероприятия для детей в парке Шамба и детский шахматный турнир в Сухумской шахматной школе имени Карпова. В 12:00 товарищеский матч по футболу между командами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы» на площади Свободы. В 15:00 концертная программа на площади Свободы хора из 413 школьников по числу дней, в течение которых длилась Отечественная война народа Абхазии. В это же время соревнования по стрельбе из лука в парке у памятника неизвестному солдату. В этом же месте в 17:30 островок поэзии, в 18:00 праздничный концерт, в 20:00 праздничный фейерверк. 27 сентября в 11:30 состоится церемония возложения цветов к мемориальной доске фотокорреспондента ТАСС. Герой Абхазии Андрей Соловьев. Он погиб в день освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии 27 сентября 1993 года. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Республике Абхазия. В посольстве Абхазии в России состоялся торжественный прием по случаю 32-й годовщины Победы и независимости Республики Абхазия. В нем приняли участие официальные лица, дипломаты, представители общественности и соотечественники. С основным докладом выступил чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в России Алхаз Квиценни. С приветственным словом от имени Министерства иностранных дел России выступил директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. Была показана видеохроника Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Организована концертная программа с участием артистов из Абхазии и России. Просветительский марафон «Знание первое», посвященный 80-летию атомной промышленности России, впервые прошел в Абхазии. Среди спикеров и участников масштабного мероприятия множество известных лиц Абхазии и России, в том числе замгендиректора Росэнергоатом Никита Константинов, глава МИД Республики Олег Барциц, заслуженный артист России и Абхазии Евгений Князев. Подробнее о событии расскажет наш корреспондент Рада Чачава. Просветительские марафоны Российского общества знания известны, пожалуй, всем и каждому. Ежегодно проходящие мероприятия общества традиционно объединяют неравнодушных, активных, заинтересованных и увлеченных, по-настоящему любознательных людей. В этом году, в честь 80-летия атомной промышленности России, марафон «Знания первые», один из флагманских проектов общества знания, прошел и на территории Абхазии. Ведь наша страна неразрывно связана с историей развития ядерной науки. Именно в Сухуме 80 лет назад появились знаменитые объекты А и Г, спустя 5 лет ставший известным нам СФТИ, принявшим активное участие в развитии атомной промышленности СССР. Для нас это настоящее событие, потому что традиционный марафон «Знания первые» – это площадка, где топовые спикеры не только России, но и разных стран, мировые топовые спикеры встречаются с молодежью и общаются на равных.
И сегодня у нас 10-й по счету марафон, но впервые он проходит на гостеприимной абхазской земле, и для нас это очень важно. Марафон у нас посвящен 80-летию атомной промышленности. А если мы вспомним вклад Сухумской, в принципе, научной школы, то мы вспомним и про открытие в 1950 году научного центра, Сухумский физико-технический институт, который сыграл одну из ключевых ролей в создании атомной промышленности, которую мы знаем сегодня. Главная тема марафона – энергия будущего, которая предстоит создавать десяткам и сотням детишек, пришедшим на масштабное и яркое мероприятие. Среди выступающих – абхазские и российские спикеры из самых разных сфер, от захватывающей ядерной науки до мирового футбола. По словам Ирины Карих, расширение географии марафона «Знания первые» – знаковое событие, важное для всех причастных. Мы, как Российское общество знания, точно считаем, что знание является фундаментом любых коммуникаций и взаимоотношений. И вот прямо сейчас, кстати, ребята из Абхазии в количестве 30 человек присутствуют на центральной площадке марафона в Москве. И обмен знаниями очень важен. Нам важно, и что спикеры, ведущие Республики Абхазия выступают также на марафоне, и мы точно их будем ждать на других площадках. Я уверена, что благодаря открытию представительства Российского общества знания в Абхазии у нас получится сделать подобные мероприятия доброй традиции и регулярной такой деятельности, в которой участие смогут принимать молодые люди Абхазии. В зале множество радостных, заинтересованных лиц. Школьники со всех уголков Абхазии собрались в Госфилармонии в ожидании начала масштабного события. Спустя буквально несколько минут к ним с приветственным словом обратился глава государства, отметив, что именно они, юные, любопытные, взволнованные, но полные надежд, будущее нашей страны. Бадра Гунба подчеркнул, что в Абхазии открываются атом-классы, благодаря которым каждый ученик может заинтересоваться наукой и стать созидателем новой реальности. То, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуми, символично. Ведь именно здесь, в Сухуми, в физико-техническом институте трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории. Мы живем во времена, когда знания и технологии решают будущее страны. И сегодня, как никогда, важно, чтобы молодые люди понимали, именно они носители энергии будущего. Я искренне рад, что молодые граждане Абхазии получили возможность участвовать в марафоне, слушать лекции и общаться с выдающимися учеными, деятелями культуры и спорта, предпринимателями. Сегодня делегация Абхазии из 30 человек принимают участие в марафоне «Знания первые», который открывается в Москве. Благодарю Общество знания за приглашение наших молодых соотечественников для участия в столь престижном образовательном форуме. С приветственным словом к собравшимся обратилась и министр просвещения республики Ханна Гунба. Образование – это фундамент, на котором строится будущее любого государства. Именно знания, полученные в школе, в университете, на подобных марафонах, дают вам, дорогая наша молодежь, старт в большое уверенное будущее. В марафоне участвуют будущие ученые, будущие спортсмены, артисты и творческие люди. Развитие спорта и культуры – это не менее важная составляющая гармоничного развития личности человека. Я хочу пожелать вам сегодня найти новые знания для строительства будущего крепкого абхазского государства. Сотни учеников школ, студентов Национального университета и иных образовательных учреждений страны в ожидании начала мероприятия зримо волновались, перешептывались, осматривались. Кто-то из них уже интересуется наукой и мечтает посвятить этой сложной, но невероятно важной сфере всю жизнь. Кто-то, пусть еще не определился с выбором будущей профессии, питает страсть к просвещению,
хочет узнавать мир вокруг во всем его многообразии, а некоторые жаждут увидеть вживую кумира. Но все и каждый полны эмоций и томительного ожидания. Я думаю, у каждого есть, такой вот шанс послушать, пройти здесь эти лекции. Я думаю, будет очень интересно. Это интересная возможность узнать что-то новое, увидеть что-то новое. Так что ждем с нетерпением. Про этот проект узнала я совсем недавно, заинтересовалась этим также. Думаю, узнать что-то новое и увидеть что-то новое будет интересно. Вообще сегодня очень большие ожидания, потому что это мероприятие для нас совершенно новое, и хотелось бы побольше углубиться в тему этого проекта, чтобы узнать побольше. Я жду приезда Андрея Аршавина, увидеть его, сфоткаться, попросить автограф. Он мне как футболист очень нравится. Это редкая возможность, тем более он чуть ли не легенда мирового футбола, играл в Англии. Не то, что вдохновляюсь, но наблюдаю там старые нарезки, как он играл. Список спикеров, выступивших сегодня в Госфилармонии, обширен. Это и глава МИД Абхазии Олег Барциц, которого все собравшиеся слушали внимательно и вдумчиво, и гендиректор Государственного русского театра имени Искандера Ираклий Хиндба, поведавший подрастающему поколению о важности развития культуры, и заслуженный тренер Абхазии Рафаэль Ампар, и заместитель генерального директора по спортивному развитию команды «Зенит» Андрей Аршавин, и заслуженный артист России и Абхазии Евгений Князев, и многие другие. Евгений Владимирович поделился со слушателями важным наставлением. «Необходимо, — сказал артист, — ставить перед собой невероятные цели, создать что-то необычное и масштабное, и мыслить глубоко и широко». Я даже не знаю, как это мероприятие назвать. Оно просветительское, образовательное мероприятие. Мероприятие, мобилизующее молодых людей на то, чтобы они занимались какими-то вещами серьезными, чтобы они осознали, что они сегодня молодые люди, школьники, а завтра они уже народ этой страны, и многие из них будут лицом народа. И моя самая главная задача сказать им было, что если ты хочешь кем-то стать, для этого нужно себя очень образовывать, для этого нужно учиться. А учиться нужно любой профессии, от гуманитарной профессии, нашей актерской профессии, а уж не говорить о том, что если ты хочешь заниматься серьезными технологиями в наш технологичный век, потому что век так быстро развивается, что наша профессия, профессия людей, которые работают с тонкими струнами души каждого человека, она на сегодняшний день, мне кажется, тоже очень важна. И мне нужно было это сказать. Я слышал тишину зрительного зала, я слышал, как они прислушивались, а какие они сделают для себя выводы, покажет время. Просветительский марафон «Знания» – первое яркое мероприятие, собравшее вместе детей и взрослых со всех уголков страны. Встречи и лекции с первыми лицами крупных российских компаний, с государственными и общественными деятелями Абхазии и России проходили более 5 часов в самом центре Сухума. Организаторами мероприятия выступили Российское общество знания и Министерство просвещения Абхазии. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ. Фестиваль «Атомная энергия спорта» среди школьников пройдет в Ткварчале 27 сентября. Ребята смогут проявить себя в игровых индивидуальных видах спорта. Многофункциональный стадион во дворе школы номер 15 в Сухуме будет открыт 30 сентября госкорпорацией «Росатом» и Центром современных спорттехнологий концерна «Росэнергоатом», рассказал гендиректор центра Сергей Фомин. Современная спортивная площадка предназначена для занятий баскетболом, волейболом, настольным теннисом, бадминтоном, сдачи норм ГТО и проведения уроков физической культуры.
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Абхазии Владимира Делба с днем рождения. Хотел бы выразить удовлетворение укреплением дружественных и союзнических российско-абхазских отношений. Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему продвижению перспективных инициатив, отмечается в частности в поздравительном адресе. Министр культуры Дауркова посетил международную выставку Чунджу Крафт Биеннале 2025, которая проходит в Южной Корее под девизом «Строим мир». Это грандиозное мероприятие, посвященное переосмыслению ремесел и их роли в будущем, объединяющее искусство, дизайн и традиции со всего мира, сказал министр культуры Дауркова. Мероприятие, проводимое раз в 2 года, охватывает все виды ремесел, включая керамику, текстиль, лакированные металлические изделия. В этом году подготовлено 22 выставки. Об этом сообщает официальный сайт Минкульта Абхазии. Открытие новой скульптурной композиции «Небесные звезды» состоялось в Санкт-Петербурге на территории развития Гранд Каньон. Работа известного петербургского скульптора Константина Горопач изображает юного всадника, который, натянув лук, стремится достать с неба звезду. В основе образа главный герой легендарного нардского эпоса Сосрыкова и его конь Бзоу. Богатырь спасает своих братьев от холодной смерти во тьме, достает звезду, которая освещает нартам путь, и похищает у злых великанов огонь для братьев. Это история отражения универсальных истин о предназначении человека. Автор композиции – известный петербургский скульптор Константин Горопач. На церемонии открытия композиции выступил Муса Экзеков, председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Благодаря которому многие культурные проекты здесь, на территории развития Гранд Каньон, стали реальностью. Общественного и государственного деятеля, предпринимателя, мецената Мусуха Абалевича Экзекова. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня действительно для нас знаменательный день. Сегодня мы будем открывать 14-ю скульптурную композицию уже. Новая скульптура «Небесные звезды» говорит о предназначении каждого из нас. Мы все стремимся к мечте, к звездам, но достать звезду с неба может только тот, кто ищет не славы и выгоды, а тот, кто, как герой этой скульптуры, хочет подарить свет и тепло другим. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Это, по сути, наша любовь к нашим детям, к нашим семьям. Поздравляю всех! Сегодня мы открываем наше новое произведение, новый проект, художественный проект «Небесные звезды». История рассказывает о юном герое, о богатыре, который на своем чудесном волшебном коне сбивает с неба звезды для того, чтобы согреть окоченевшие от холода своих братьев, которые заблудились. Звезды — это как аллегория достижений человека, то, к чему стремится и добивается человек. Те таланты, те способности, которые даны человеку, они приобретают настоящий смысл и приобретают ценность еще с юности, когда эти способности дарят людям добро, тепло и красоту. Благодарю нашего руководителя творческого коллектива Мусуха Абалевича Экзекова, нашего инициатора проектов. Наш город становится красивее. Спасибо, поздравляю всех.
Члены избирательной комиссии рассказали о подготовке к выборам в Сухумское городское собрание. Они сообщили о том, когда начнется выдвижение инициативных групп, регистрация кандидатов, агитация, о том, кто может баллотироваться на пост городского депутата и почему обязательно стоит пойти на голосование. Подробности у Марьяны Котовой. Выборы в Сухумское городское собрание состоятся 8 ноября, и уже с 29 сентября начнется регистрация инициативных групп. Вообще, городских депутатов должны были выбрать еще в марте, но из-за политической обстановки их перенесли сначала на лето, а затем и на осень 2025 года. В данном случае даже не выборы, а срок полномочий депутатов городского собрания был перенесен до июня месяца, уже позже с инициативы президента Республики Абхазия Бадра Гумба парламент принял решение перенести сроки полномочий районных и городских собраний до ноября 2025 года. Комиссия состоит из 9 человек, 4 от администрации, как я сказал, 5 человек от городского собрания. Сама комиссия определилась с тем, что, назначая руководителя, в данном случае я представляю должность руководителя комиссии. По словам членов избирательной комиссии, обычно явка электората на выборах в городское собрание не превышает 25%. И это плохо, так как небольшой процент людей влияет на то, кто из депутатов и как будет представлять интересы горожан перед органами власти. Если сейчас условно говорить, то представьте, 25% от общего числа населения выбрало депутата. У нас явка 25 потолок. Из них 12,5% плюс 1 голос выиграли. В итоге получается, что на территории округа интересы всего округа представляет человек, который поддержал 12% от общего числа. И чем больше будет процент явки, тем больше вероятность того, что кандидаты и сами депутаты уже будущего собрания будут представлять интересы большей части населения. Нам бы этого очень хотелось. Стать депутатом Сухумского городского собрания может житель столицы, достигший 25 лет, не судимый и никогда не состоявший на учете в наркодиспансере. Кроме того, кандидат в депутаты не может быть сотрудником городской администрации или должностным лицом, которое избирают. Все-таки надо понимать, что первичная задача и работа депутатов, как городского собрания, так и парламента, это представительские функции. То есть функция представлять интересы людей. А представлять интересы людей человек может, в принципе, с любым образованием, если люди доверяют ему представление своих интересов. Как говорят члены избирательной комиссии, сейчас депутаты горсобрания обладают достаточно широкими полномочиями. И поэтому в интересах жителей столицы повлиять на то, кто же все-таки войдет в его состав. Мы всех ждем. Надеемся, что и среди кандидатов будет активный рост, и политические партии выдвинут своих инициативные группы, и должна быть борьба. Тогда у нас будет действительно хороший созыв, который сможет, как уже сказал мой коллега, принимать бюджет, вкладывать в него те позиции, которые будут отражены за счет интересов населения. Это социальная сфера, которую на сегодняшний день Сухумское городское собрание поддерживает. Это социальные выплаты, которые на 100% растут практически каждый год. Мы уделяем этому особое внимание. Также это связано и с, как я сказала, с бытовым мусором. У нас сегодня тоже есть проблема в Сухуме. Эти все вопросы сегодня стоят на повестке, и депутаты должны эти вопросы лоббировать. Кроме того, у депутатов местных собраний достаточно и политических рычагов влияния. Вы знаете, что у них с недавних пор появилось право, не появилось право, у них и раньше было право утверждать главу администрации города Сухум. Другое дело, что это приобрело некие, если раньше глава администрации города мог находиться бессрочно, без утверждения, то сейчас строгие ограничения в течение 2 месяцев либо одобрило городское собрание, то есть, по сути, они влияют на назначение руководителей администрации. И у нас уже есть примеры по стране, где районные администрации не утвердили глав администрации районов, где они вынуждены. И в этой связи интерес к выборам, конечно, возрос. У них появились ряд других полномочий. Часто люди для решения каких-то бытовых неурядиц обращаются в парламент. Но все, с чем обычно идут в народное собрание, сфера ответственности городских депутатов. Но часто бывает, что горожане даже не знают, как выглядит их депутат. Я думаю, что в связи с тем, что полномочия депутата городского собрания увеличатся,
скорее всего, люди будут чаще обращаться сюда. Потому что сегодня все завязано у нас на парламенте Республики Абхазия. Все бегут туда по всяким вопросам. Но именно такого рода вопросы должны решать депутаты городского собрания. Потому что они занимаются больше хозяйственной деятельностью города Сухум. Чтобы привлечь больше внимания к городскому собранию и сделать столичных депутатов более заметными фигурами, избирательная комиссия намерена максимально осветить эти выборы. За 30 лет еще не было практики телевизионных эфиров, дебатов самих кандидатов, где на этом этапе однозначно, совершенно точно, комиссия собирается проводить телевизионные дебаты кандидатов. Жителям столицы предстоит выбрать 19 депутатов на 19 округах 8 ноября. Избирательная комиссия призывает горожан принять активное участие в выборах своих депутатов, так как от голоса каждого зависит будущее Сухума, а значит и всей Абхазии. Марьяна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. Презентация фильма о первом визите президента Абхазии Владислава Арденба к абхазской диаспоре в Турции состоится 29 сентября в Музее боевой славы имени Владислава Арденба. «Пстазарас и Псадгелуп» – фильм о том, как в 1992 году, незадолго до начала Отечественной войны Абхазии, абхазская диаспора в Турции приняла Владислава Арденба. Каким они увидели лидера народа Абхазии, каким он остается сейчас для абхазов за рубежом. Тогда, в 1992 году, к ним приехал во многом неизвестный человек, но они доверили ему все свои чаяния, свою вековую мечту о возвращении на родину предков. Сквозной линией через весь фильм проходит история танца Владислава Арденба, исполненного им в селе Балабана, во многом раскрывающего личность будущего первого президента Абхазии, искреннего, красивого и сильного лидера. Автор фильма – журналист Абаза ТВ Фаина Матуа, оператор Астаму Ракаба, режиссер Виола Кокоскир. Сара и спарт слушают, ехать хтеск где, ялы хозарыц маширный калайт. Аджир и гуяна гозма из кишек сала апсва жларахен хоза тола, юкцны им царка мло абриза амтак и таглапа. Ауи концентрация тхацани хоч сахя би дз хоцозу скампиан тапснхун ткараджмта яхагылу يخذ يفضي نرحى شانخان دانخي وريس ريف قاس درويدي هي يوم تقاس درويدي هي يخش درويدي هي وجراندري سافم عزي هي وبراي راكي إخبي عم تز أريايورا حبرت أتجلزا شحمم أخا حجلرت أتورخ يزان خز فلاديسلاف ينزمت يزدرود أجوغر حمم أبخقة حتورخ يزات خبحة. شاكبش زنزا يزم درواجياكم كواجي أبري زاد يزدرواجيوب ع سقط تفيد وس بالنسبة وس سقيت هذا رخاني سزدرون ستوبست قشوتها ومشى زيبش زنا جالي وزمحو وشرالي عايزي أنا يتكو شو سصوب يدرو مها أجيو جينراس هنجين جورك زبسوا قشر 28-29 сентября в комплексе Маквашта пройдут конно-спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. А 29 сентября в 11:00 Музей Банка Абхазии праздничная акция «Победа на монетах Абхазии». Лекция журналиста Владимира Никонова «Абхазское радио. Голос надежды» состоялась сегодня в столичном центре «Проспект». Во время Отечественной войны народа Абхазии голос диктора русской службы Абхазского радио знали далеко за пределами республики. Это был голос надежды для тысяч людей, которые по радио узнавали о судьбах своих родных и близких и о том, что происходит в Абхазии. Организатор мероприятия – благотворительный фонд «Асарки».
26 сентября – День памяти Мушни Ласурия, народного поэта Абхазии. Его не стало 26 сентября 2024 года, на 87-м году жизни. В интервью и выступлениях Мушни Ласурия не раз отмечал: любой человек, будь он писатель, учитель, крестьянин, неважно, каждый хотел бы оставить свой след на земле. Если говорить о нас, о писателях, то мы оставим то, что напишем. Много лет назад я, набравшись храбрости, перевел на абхазский язык Евгений Онегин. Это была трудная, но радостная работа. И я горжусь тем, что мои земляки почти полвека читают этот роман на родном языке. Вот как звучит первая строфа Онегина на абхазском. Знаменитая «Мой дядя самих честных правил». Сабьяща знамес хзырхагаз, ачимазр денака, ахылып шритах хейди нагаз, изым хуст егіз дашака. Ихтыз шогрзитер пшигоу, аханшиныс и губтрагоу, шетрагва аидым шоджера, ачимазель и чапщера. Изым гендяш розитана, Арлы иштой батгара, ихчар маншалара иргра, ихшва улахекцена, укупсычхава угатцара, он бейгой альста вара. Вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. В разное время Мушни Ласурия был главным редактором издательства «Алашара», около 10 лет председателем Союза писателей Абхазии. Все это по совместительству с активной творческой деятельностью. Художественный перевод – значительная часть творчества Мушни Ласурия. Наиболее известные переводы Ласурия на абхазский язык – роман в стихах классика русской литературы Александра Пушкина, Евгений Онегин и поэма Шотта Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Телеканал «Абаза» посвятил памяти народного поэта Мушни Ласурия целый эфирный день. Это интервью, конференции, спектакли по произведениям поэта, а также видеоотчеты с мероприятий с участием Мушни Таевича. Республиканский экологический субботник прошел сегодня по всей Абхазии. В нем принял участие глава государства Бадра Гунба. Президент и сотрудники его администрации убирали территорию столичного прибрежного парка. Пусть это будет небольшое событие, но каждый из нас почувствует свою сопричастность к общему стремлению сделать нашу страну краше и лучше. Именно с этим был связан мой призыв выйти на республиканский субботник, сказал Бадра Гунба. По его словам, много молодых людей и школьников принимают участие в республиканском субботнике. Именно с таких малых дел начинается движение вперед, сказал Гунба. Коллектив столичной мэрии принял участие в республиканском экологическом субботнике, сообщает сайт администрации столицы. Глава Сухума Тимур Аграба и сотрудники мэрии с утра занялись уборкой территории в районе Сухумской горы на фуникулере. Работники администрации ежегодно присоединяются к акциям по уборке и субботникам. За ведомством закрепляется определенный участок, который приводится в порядок. На Галском водоводе снова крупная авария. 26 сентября в селах Реч-Кварчалского района произошел прорыв водонапорной временной трубы, восстановленной ранее для подачи воды жителям Галского района. Основная причина аварии в том, что значительный участок трубы у завала остается подвешенным в воздухе. Сильное давление воды приводит к разрыву стыковочных соединений. Специалисты работают на месте аварии, пишет Галмедиа.
Детский омбудсмен Мактина Джинджоли и глава Минздрава Эдуард Будба обсудили вопросы развития детской психиатрии. По итогам встречи было принято совместное решение о формировании списка медицинских специалистов, готовых пройти переквалификацию и стать детскими психиатрами. Также наметили конкретные шаги по созданию и развитию системы детской психиатрии в Абхазии. Первый день горно-подводной поисковой экспедиции «Подводный Кавказ» завершился на озере Рица, сообщает спутник Абхазии. Водолазы из России провели 2 погружения на разных участках акватории госдачи Сталина. Откуда спустимся? Каждый пойдет по своему. Улов сегодня, даже бутылка из-под шампанского. Из действительно как бы старых вещей, которые могут относиться к эпохе Сталина, это такая красивая, замечательная дубовая бочка. Подняли только часть ее, мы сняли ее на видео. Она, возможно, тех времен. Вот. И это использованный во время строительства или буксировки кусок металлического троса, тоже тех времен. Почему я в этом уверен? Потому что я знаю. Ну, а также мы всей командой работали, сделали замечательную фото-видеосъемку и подняли те элементы, которые не должны находиться в озере. Максимальная глубина по компьютеру 45 метров. Вот видно, Макс, в левом нижнем углу. Ну, видимость там так, темновато, не очень видно. Ну, такое же дно, резкий склон как бы идет. Ну, в принципе, окружение прекрасное, но из находок вот, есть такой интересный момент. Кто-то летал, у кого-то включился дрон. Я все равно подумал, не вы ли потеряли, не вошли. К счастью, нет. Ну, такая хозяина вот бились. Исследование на озере Рица продолжится еще один день. Затем экспедиция продолжится в акватории Сухумской крепости. Новости спорта. Международный турнир по вольной борьбе на призы мастера спорта международного класса, чемпиона Европы СССР Раша Хутаба стартовал в Гудауте. Соревнования проходят в детско-юношеской спортивной школе имени Михаила Чачба. На ковер выйдут спортсмены 2007-2009, 2010-2011 и 2013-2014 годов рождения. Всего участие принимают 150 борцов из Абхазии, Северной Осетии, Адыгеи, Сочи и Волгограда. Главный судья турнира – судья международной категории Вячеслав Багаев из Северной Осетии. Мелания Гумба заняла 2-е место на первенстве Ставрополья по теннису. Соревнования проходили с 22 по 26 сентября в Ставропольском крае и собрали 27 спортсменов в возрастной категории до 15 лет. Мелания – воспитанница тренеров Родиона Бея и Саида Бебия. В настоящее время она продолжает тренироваться под руководством Анны Королевой и Полины Смирновой. Это были сообщения Госкомспорта. В завершении выпуска прогноз погоды.
и 28 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь разной интенсивности, гроза, местами дождь с градом. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый, умеренный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15, днем 16-21. Температура морской воды плюс 22. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи и хороших выходных.